Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. И как обычно, по понедельникам в этой студии мы обсуждаем темы, актуальные для жителей нашей республики, с гостями, с экспертами, с лидерами мнений. Одним из самых главных событий февраля стало послание президента Федеральному собранию. И среди многих важных вопросов, в том числе президент обозначил задачи государства в области образования. Прозвучало несколько важных установок и направлений, именно их я и хочу сегодня обсудить. Первое и самое, наверное, такое главное, если не сенсационное, что сказал президент, это переход от так называемой болонской системы образования к специалитету, к базовой системе образования. Давайте послушаем. Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования, и опыта последних десятилетий. В этой связи предлагается следующее. Первое. Вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составить от 4 до 6 лет. При этом даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда. Второе. Если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре. Третье. В отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура, задача которой – готовить кадры для научной и преподавательской деятельности. Хочу подчеркнуть, переход на новую систему должен быть плавным. Ну вот, не для всех понятно, в чем разница. Давайте вот коротко обозначим, в чем отличие, что такое болонская система и в чем ее отличие от базовой. Михаил Ильич, начните. Ну, во-первых, конечно, мы все внимательно относимся к тому, что говорит президент. И то, что касается образования, это я вспоминаю его послание 2019 года, когда он впервые упомянул о таком понятии, как земский учитель. И спустя очень короткий период времени, например, в нашей республике мы уже имеем 55 педагогов, которые прибыли из разных уголков нашей великой страны и работают в тех школах, где целый ряд лет, например, не было постоянного педагога. Поэтому то, что сейчас сказал президент относительно системы высшего образования, он ведь сказал о синтезе, о том, чтобы использовать все лучшее, что было в советский период накоплено. Он не упомянул понятие болонская система. При этом, как мы с вами говорим о сроке обучения, он указывает, что это может быть от 4 до 6 лет. Напомню, что даже в советский период у нас был целый ряд образовательных программ на уровне высшей школы, например, педагогика, методика начального образования, та же юриспруденция, где срок подготовки нормативный был 4 года. Были пятилетние специалитеты, да, которые как раз ведь президент, скорее всего, имеет в виду это, что мы больше будем опираться на эту традиционную систему. Но и в то же время была подготовка шестилетняя. Это не только медики, и это не менялось, кстати, последние 30 лет. Это так и оставалось. И у нас ведь традиционно в стране была длинная подготовка, удлиненная 5, 6 и 7 лет по целому ряду технических специальностей. Это также оставалось неизменным последние годы. Поэтому если резюмировать слова президента, то да, синтез лучших программ, прежде всего на то, как на выпускников программ, которые в последние годы выдавались, скажем, дипломы, да, нашими вузами страны, как на это реагировал рынок труда и работодателей. Прежде всего президент об этом говорит. Если нормально, эти программы будут реализовываться. Если нет, нужна корректировка. Ну и также президент он указал по поводу того, что все-таки то, чего опасаются многие, что исчезнет магистратура. Магистратура все-таки, несмотря на то, что она появилась сравнительно недавно, у нее очень хорошая миссия. Она дополняет возможности человека получить образование. То есть, если он получает базовую подготовку профессиональную на уровне высшего образования, и потом нужно докручивать под рабочее место, либо под какие-то новые свои желания, ликвидировать свои дефициты, то он будет иметь возможность пройти обучение по программам магистратуры и ординатуры. Ну и конец, что очень важно, мы с вами находимся в цикле десятилетия
науки и технологий в Российской Федерации. Второй год, напомню, идет этого десятилетия. И то, что снова отдельное внимание уделяется отдельному уровню образования аспирантуре, я думаю, что это очень важно. Мгм. Ну, там такие прям аплодисменты, да, он сорвал, когда сказал, что вернемся к базовой системе подготовки специалистов. Вот для меня, как для неспециалистов в образовании, как бы понятно, что базовая система – это вот 5 лет, это специалист, специалитет так называемый, да, и вот эта вот магистратура и бакалавриат, она где-то останется, где-то не останется. Правильно я понимаю? Вот, в высшей школе вот работают товарищи. Что скажете, дополните? Ну, что тут дополнять? Я, конечно, во-первых, говорю о том, что магистратуры, конечно, трогать не надо, потому что это была настоящая находка. Они здорово заменили то, что в 90-е годы называлось профессиональной переподготовкой, когда потребовались специалисты в новых областях, отраслях, ну, когда мы переходили на новые социально-экономические отношения. И магистратура, конечно, она именно вытеснила вот эти вот курсы переподготовки, она их заменила. И человек получил действительно возможность мало того, что углублять свои знания, но еще и получать профессиональную подготовку, вот, более узконаправленную. Я считаю, это что-то достижение. Поэтому здесь нужен, конечно, колоссальный анализ, во-первых, тех магистерских программ, которые оказались успешными и востребованными, чтобы их обязательно сохранить. Обязательно сохранить. И, ну, правда, у магистратуры есть еще один секрет. Магистратуры, вот, например, я работаю на кафедре журналистики, у нас вот магистратуры, они, вот я чувствую, что, например, моя программа, которую я руковожу, политическая журналистика, она как бы сейчас исчерпывает свой потенциал уже, и нужно вводить уже новую программу, потому что, ну, мы насытили просто. Вот сейчас уже сложно набрать, люди уже работают с этими дипломами, мы насытили. Вот здесь вот уже рынок влияет. То есть вот если мы найдем удачный вот этот синтез как раз того, как оценки успешности магистерских программ как с точки зрения образования и науки, что очень важно, потому что именно магистры теперь, ну, во всяком случае сейчас на магистре имеют право работать над кандидатской диссертацией, там, да, дальше продолжать свой научный поиск. И, конечно же, те магистратуры, которые оказались востребованы рынком. Но здесь нужен тщательный анализ. Я вот боюсь, что у нас есть такая привычка быстро браться, выполнять, потому что я сам из этой системы, и у меня иногда такое впечатление, что у нас реформа в образовании проводится ради самих реформ часто, а не вот потребности такие. Вот если мы сумеем правильно проанализировать, я думаю, все будет здесь хорошо. Вот. И аспирантура, конечно, тоже очень важный уровень образования. Не обязательно кандидатская диссертация должна быть, это как раз тут зависит от самого исследования. А вот что человек получит еще дополнительный уровень знаний, объем знаний, вот это, конечно, тоже, мне кажется, важнее, чтобы к нам приходили молодые специалисты. Все-таки, опять же, мне почти 58 лет, и я, честно говоря, мало вижу молодых лиц. Не то чтобы я соскучился по преподавателям молодых, но вообще нужна свежая кровь, конечно. Аспирантура, мне кажется, должны открыть, дать возможность молодым приходить в университет. Как вы считаете? Скажем так, лично для меня магистратура – это две задачи. Да. Во-первых, это, скажем так, быть востребованным на рынке труда. Ну, не секрет, что востребованность профессии диктует рынок труда. Там, да, вот как ни к этому не подойди, да, и так далее. Во-вторых, магистратура – это еще и возможность подготовиться для научно-исследовательской работы. Почему? Потому что очень много аспирантских тем, они основаны именно на теме магистерских диссертаций. И я вот согласен со своим старшим коллегой Валерием Борисовичем в том плане, что магистратура, она практически полностью решает вопросы переподготовки в профессиональном плане. Там, да. Вот, ну, как говорится, относительно недавно же что было. Да? Вот, например, целые подразделения, они существовали для решения задач переподготовки профессионального ППК, всякие разные курсы. И эти вопросы, да, вот, можно было успешно решать 4 семестрами магистерского обучения. Скажем так. Вот так вот я... Здесь, наверное, я могу добавить, да, того, что было сказано коллегами, все-таки относительно магистратуры, да, здесь все-таки несколько позиций нужно изложить, потому что когда мы говорим о том, что магистратура полностью заменила уровень профпереподготовки, она, да, она создала возможности, но ведь сложилась же такая ситуация, что ребята, которые действительно получили диплом бакалавра, проучились первые 4 года, не проработав,
не побывав в практической деятельности, сразу шли учиться на совсем другую магистерскую программу. Насколько это было правильно для государства, скорее всего, нет. Потому что это уже речь не о переподготовке, а просто о получении параллельно двух совершенно разных специальностей. И для страны, наверное, это не очень хорошо. Конечно, поэтому вот здесь, наверное, президент в том числе и это имел в виду. То есть заложено о том, что да, базовая, хорошая подготовка, которая позволяет довольно уверенно некоторое время себя чувствовать на рынке труда. Дальше все равно нужно обновление знаний, переподготовка. И здесь есть возможность пойти не вторым высшим образованием, мы много шишек себе набили, да, в 90-е годы, в начале 2000-х, а все-таки пойти полноценную образовательную программу, сформированную под современные запросы рынка труда. Ну вот насколько сейчас у нас система эта уже устоялась, потому что, ну вот я застала там нулевые 90-е, да, как раз вот этот переход на вот эту систему. У нас были и бакалавры, и магистры, и специалитет, все одновременно, значит, и среди работодателей было такое мнение, что бакалавр – это такой недоспециалист. Вот, ну, брать на работу не хотели. Ну, это не к нам вопрос, это вопрос к работодателям. Вот. Хотя тоже, когда вводили баллонскую систему, я, конечно, тоже очень сильно сомневался, как это будет работать. И вот этот момент, конечно, и Михаил Юрьевич тоже на это указал, что люди шли на разные программы. Это удивительно было, потому что заканчивают, например, как я знаю, у нас бакалавриат на журналистике, и идут, например, на юрфак, заканчивают магистратуру. Хотя я понимаю, что юриспруденция – это такая специальность, где надо годами просто в нее вжиться, да, еще и поработать бы хорошо. Но, я повторяю, это компромиссный такой вариант был. И, опять же, есть, вот почему, говорю, нужен анализ. Потому что есть возможность. У меня, например, в магистратуре, по моей программе, извините, что так говорю, по моей, в программе, которой я руковожу, там люди разных возрастов, и у меня вообще уже 2 кандидата наук, например, обучались, потому что им это нужно было, им нужно было журналистское образование. И вот просто, То есть это не вчерашние студенты в основном, а это... У меня сейчас работает, например, человек, которому 40 лет, учится 40 лет, и ему нужно образование, он работает в структуре радио и телевидения. Хотя в этом году у нас уникальный случай. У нас на первом курсе бакалавриата учится человек, состоявшийся, очень взрослый человек, врач, юрист, врач, практикующий анестезиолог, юрист. И он с удовольствием ходит на занятия с первыми курсами, учится журналистике. То есть это еще один вариант обучения. Люди, которым учиться в удовольствии, которые реально хотят что-то получить. Конечно, мы на него с удивлением смотрим все, пытаемся понять. Но вот человеку нравится, он учится. И магистратуры в этом смысле, они дают возможность людям уже из профессии приходить и обучаться. Но это здесь, повторяю, здесь нужно проанализировать все, действительно, все цифры должны быть. Я такими цифрами не владею, чтобы тут четко сказать, плохо, хорошо. Ну, давайте продолжим после небольшой паузы. Вернемся в студию через пару минут. Это программа «Якутия Лайф». Мы продолжаем обсуждать послание президента в части образования. И я хочу напомнить, что также в своем послании президент отметил, что необходимо повышать качество курсов в школьной и вузовской программе, причем особое внимание уделять именно гуманитарным наукам. С участием педагогов, ученых, специалистов мы должны серьезно повысить качество школьных, вузовских учебных курсов по гуманитарным наукам прежде всего, история, обществознанию, литературе, географии, чтобы молодежь могла как можно больше узнать о России, ее великом прошлом, о нашей культуре и традициях. Ну и вот в связи с этим у меня вопрос к гостям, да, почему, как вы считаете, акцент сделан именно на гуманитарных науках и что сейчас с ними не так? Владислав Алексеевич. Ну, сама эта тема, мне кажется, требует вообще отдельной передачи. Да? Вот. То, что было сказано, что, в принципе, все эти изменения, они интеграционные, плавные. Мне понравилось, что плавные. Вот, потому что изменения в гуманитарных предметах за те годы, которые мы работали, носили радикальный характер. Вот, я не говорю все конец 80-х, 90-х годов, когда, в принципе, фактически произошел
полный слом прежней системы гуманитарных. Мы литературу имеем в виду, обществознание, история, все, что к этому относится. Это фактически носило, я считаю, для учителей трагический характер. Потому что большинство людей жизнь прошла и учились, и готовились, и старались именно исходя из тех принципов, которые были заложены, очень неплохие принципы гражданского воспитания, патриотического, вдруг это все оказалось под большим вопросом. И отголоски этого идут очень, они вот сейчас волнами идут отголоски. Мы встречаем, как дети готовят что-нибудь самостоятельно, они берут литературу конца 80-х, 90-х годов и дают такие характеристики, ну, тем же самым героям Великой Отечественной войны, которые в то время были крайне отрицательными. Ну, там, я, например, Зоя Космодемьянская или Александр там, Матросов и так далее. Вот. Но, по сути, то, что вот сейчас произошло, это действительно событие выдающееся, и каждый историк знает, когда стране становится трудно или наступает какой-то момент такой сложный, она обращает внимание на воспитательную сторону, на подготовку именно гражданина, который за эту страну будет готов и, в общем-то, пожертвовать своей жизнью. Ну, пример достаточно много, примеров мы будем говорить, ну, хотя бы 1934 год, когда приближалась война, и по указу Сталина фактически возвратили историю в школу, вернули. Ее не было истории в школе. Вот, вернули классическую литературу в школу, понимаете. И 10 лет уже ну, целое поколение фактически было готово, те, кто потом вступил на защиту Москвы, Сталинграда и так далее, для которых был уже не просто там Суворов, Ушаков, эти имена были уже для них, ну и понятно, это государственная вся система, не просто учитель, но государство стало на поддержку учителя, во-первых, это и статус учителя поднялся, вот, фильмы об учителях стали снимать, учителя стали привлекаться к управлению, в том числе Верховный Совет и так далее. И мы говорим еще о том, что в данном случае громадное количество фильмов и книг совершенно такого четкого, конкретного гражданского, патриотического воспитания. Они до сих пор, эти книги известны, даже по этому поводу говорить. И фильмы в том числе повторяются очень часто. Поэтому если это вот все таким образом будет проходить, вот такой плавный процесс, да и в то же время процесс неуклонный. Да? И, конечно, вот если мы говорим об интеграции, хотелось бы, конечно, вернуться к такому, наверное, очень важному для школы явлению, как сотрудничество с высшей школой, с университетом. Я помню Виктор Данилович Михайлов, вот, который не чурался прийти в класс и прочитать лекцию, и сам позвонить, сказал: Васильевич, приходил философ, доктор наук, да, это производило вообще просто на детей колоссальное впечатление, и поэтому, в принципе, вот отрываться каким-то образом, вот так мы говорим, ну да, бакалавриат, да, мы говорим магистратура, но ведь все начинается оттуда, снизу, из школы. И если мы не будем вот этот процесс как бы постоянно поддерживать, на уровне, везде, по крайней мере, чтобы дети понимали, да, вот так, вот это. Это не значит, что прямо вот приходить в школу, но, по крайней мере, какое-то время себе выделить с какой-то школой, может быть, договориться с каким-нибудь директором, так сказать, а можно я к вам буду хотя бы раз в месяц приходить на встречу со старшеклассниками, Ну, да? вот, с одной стороны, все начинается со школы, с другой стороны, Да, тех же школьных учителей готовят, в том числе там, и в СФУ. И последний в этом плане, я просто не буду много по этому поводу говорить, конечно, самый сложный этап сейчас будет перехода на новую литературу. Потому что будут меняться учебники русского языка, уже это точно. Очень придется много сделать с курсом истории Отечества, ну, в основном, в первую очередь, 20 века, вот, 21-го начала. И, конечно, обществознание, учебник в том виде, в котором он сейчас есть, он безжалостно устарел к тем событиям, которые сейчас, вот тем, в принципе, реальным событиям. И кризис вообще понятия либеральная демократия, вот, и все, что там произошло, я не представляю. Ну, в принципе, представляю, как может учебник, но это будет очень сложно. Ну вот по каким программам вы сейчас студентов
готовите? Мы готовим по двум направлениям, по двум педагогическим направлениям. Это учитель истории и учитель истории обществознания. Ну вот как раз вот те, про кого сказал президент. Ну, как говорится, с этого года, да, у нас увеличены часы по истории. Конкретно, в частности, часы, посвященные Великой Отечественной войне, они значительно увеличены. Да, и так далее. Вот так. То есть вот эти изменения, они коснутся прежде всего расширения блока отечественной истории, да? Да. Правильно я понимаю? Ну, здесь есть тоже там, кто-то, наверное, обратили внимание, в послании президента такие слова прозвучали, что учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве будущего страны. Собственно, это главное, потому что любая страна, она выигрывает любую гонку, а жизнь, конкурентная жизнь, которая проходит на планете Земля, это конкуренция. В экономической сфере, в социальной сфере, в духовной сфере, там, в военной, в политической и в другой. И поэтому здесь я вот соглашусь с Владиславом Алексеевичем, я тоже вспомнил своего как раз вузовского преподавателя Нюрбина Дмитриевна Ефимова, которая возглавляла вообще ячейку партийную в свое время Якутского государственного университета, а я у нее учился в 1991-92 учебном году на первом курсе университета. Она у меня преподавала политологию. Первая научная публикация у меня была с ней совместная. Это роль СМИ в современном обществе. Я просто помню ее, человека очень опытного, прожившего такую большую жизнь, которая со мной, первокурсником, общалась относительно того, что то, что сейчас происходит в обществе, это катастрофа, это изменение, это для гуманитарных наук вообще невиданное, что так быстро все то, что раньше было белым, мы теперь вынуждены по-другому называть, то, что было черным, вынуждены называть белым. Ну и вот Владислав Алексеевич упомянул, опять же, по поводу Иосифа Виссарионовича Сталина. Я, как представитель географической науки, хотел вам подсказать, когда вы не назвали географию в числе приоритетов, а президент нас поправил, напомнил. Ведь в 1934 году также по прямому поручению руководства страны был основан журнал методический «География в школе». Абсолютно. И там публиковались лучшие академики, доктора наук в течение многих десятилетий. Серьезные знания академические и в высшей школе, они были привязаны к школьному учителю. Школьный учитель получал первым в свои руки материал, который был способен готовить будущее поколение к развитию страны. Ну и, конечно же, можно вспомнить на самом деле вот предыдущий вопрос, когда мы говорили с вами о Болонском процессе. Ведь в 1991-92 году, если я правильно помню, занимался этим вопросом, в экспериментальном порядке в Российском университете дружбы народов появилась бакалаврская программа. Она ведь была сделана с каким умыслом вообще в нашей стране в то время? Чтобы иностранцы могли учиться у нас, расширить экспортные возможности российского образования. Но, как мы увидели позже, наиболее востребованным как раз-таки остались те образовательные программы, которые мы не тронули, мы не поменяли их. А те программы, о которых я уже упоминал, прежде всего медицинские программы, то, что касается медицины, и то, что касается технических специальностей. И вот сейчас мы видим, что те программы, которые были проверены временем, были проверены нами, были проверены в целом мировым сообществом, нужно на них и дальше опираться в своем развитии. И, конечно, гуманитарная составляющая, это была одной из сильнейших сторон высшей школы в Советском Союзе. Поэтому, когда вдруг из 5-летнего или 6-летнего цикла специалитета украли 1 или 2 года, то прежде всего пострадал гуманитарный цикл. И это имело свои далеко идущие последствия, пагубные на самом деле последствия, потому что человек, который не умеет рассуждать, не обладает, как сейчас мы говорим, soft skills, ему очень сложно быть эффективным на своем рабочем месте. Ну, я думаю, что здесь, конечно, все правильно, потому что я полностью согласен, это был действительно обвал настоящий обвал. И сейчас просто это все усложняется тем, что учителю, гуманитарию нужно будет выиграть у социальных сетей и у интернета. А здесь будет очень сложно, там идет огромный поток информации, не систематизированный. И у меня такое ощущение, я все-таки философии ближе, такое ощущение, что современный молодой человек, он вообще потерял ощущение историзма, да, у него скорее ощущение презентизма здесь сейчас, каждую минуту, а вот это вот что-то до, и отсюда, кстати говоря, не интерес к будущему, что будет после, поэтому здесь будет очень сложно. Мне кажется, тут надо будет действительно работать академическому сообществу, потому что надо, правда, и учебники менять колоссально, и сами программы, подачу вот этого материала нужно будет
вводить на каком-то другом уровне просто. Потому что здесь мы сейчас проигрываем информационную конкуренцию, мы ее просто проигрываем, потому что они, во-первых, ребята современные, они прекрасно знают, большинство из них знает английский язык, они прекрасно заходят на любые сайты, на любые порталы, и здесь будет очень сложно. Но я просто говорю, тема интереснее, кстати, будет на самом деле, потому что надо, правда, менять именно в соответствии именно с современными технологическими условиями. Вот насколько конкурентоспособны будем? Ну, конечно, я абсолютно согласна с мнением о том, что современному учителю, современному преподавателю действительно очень сложно конкурировать с этим информационным потоком и с той же технологичностью образования, которая становится, и, в принципе, доступностью любой информации для каждого человека через социальные сети, через различные порталы, сайты и так далее. Вот, поэтому для педагогического, преподавательского сообщества это тоже, считаю, очень большой вызов. Очень большой вызов. И те институты, которые готовят сейчас будущих учителей, педагогов, конечно, здесь вот образовательные программы, наверное, должны меняться очень сильно. Очень сильно. И ну, действительно очень большой вызов. И постоянно самому педагогу, независимо от того, ты год назад закончил или 15 лет назад закончил свое профессиональное образование, и сколько бы лет не имел опыта, то теперь педагогу, учителю, преподавателю надо постоянно учиться на протяжении всей своей жизни, постоянно совершенствовать себя в чем-то. Ну что ж, продолжим после небольшой рекламной паузы. Не переключайтесь. Ну, перед тем, как сделать перерыв, мы затронули тему как раз профессионального образования. И третий важный вопрос, который затронул президент в своем послании, это вопрос среднего профессионального образования. Да? Сейчас очень много говорится о том, что выпускники школ делают выбор в пользу колледжей и училищ, а не вузов. Да? За последние годы ощутимо вырос престиж, авторитет среднего профессионального образования. Спрос на выпускников техникумов и колледжей просто огромный, колоссальный. Считаю, ну особенно, вот понимаете, если у нас безработица сократилась до исторического минимума 3,7%, люди же работают, значит, работают, кадры нужны новые. Считаю, что мы должны существенно расширить проект «Профессионалитет», в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры, обновляется учебная база, а предприятия, работодатели в тесном контакте с колледжами и техникумами формируют образовательные программы, исходя из потребностей экономики. И, конечно, очень важно, чтобы в эту сферу приходили наставники с опытом работы на реальном, сложном производстве. Задача конкретная. За ближайшие 5 лет подготовить порядка 1 миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК, строительства, транспорта, атомной и других отраслей, ключевых для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности России. Ну вот, собственно, как мы слышим, да, профессиональное образование невозможно без тесной связки с предприятиями, с производствами, тем более, что у нас в Якутии сейчас год труда идет, в России год педагога и наставника. Президент говорит о наставниках, имеющих опыт в производстве. Вот как сегодня выстроена эта работа, связка вузов с производством? 60% выпускников 9 классов после 9 класса идут в колледжи и техникумы, и только оставшиеся идут 10-11 класс. Это по республике? Это по Российской Федерации. У нас в республике 52%. Чуть ниже, но это опять же это такой длинный тренд, который в свое время был у нас в республике задан, когда прошла всеобщая университизация образования, и в целом
пожелания у родителей были однозначны. Получай высшее образование. Понадобится оно тебе, не понадобится. Желаешь ты, не желаешь. Сначала получи корочку, Получи, потом- да, потом уже дальше планируй, что тебе нужно. Но сейчас и родители, и дети, они видят о том, что да, есть возможность получить хорошую профессиональную подготовку на современных мастерских и получить хорошую работу. О том, о чем сказал президент. У нас образовался действительно колоссальнейший дефицит специалистов, слесарей, монтажников, водителей. То есть те люди, без которых страна не может себя чувствовать уверенно. И вот сейчас у нас в республике уже около 7 лет устойчиво мы сформировали 11 профессионально-образовательных кластеров, которые пытаются выявить, именно выстроить взаимодействие с работодателями в разных сферах. И благодаря поддержке национального проекта образования в прошлом году мы приняли участие в 2 отборах, которые были объявлены, и стала республика победителем. Мы получили 2 гранта по 100 миллионов рублей на создание образовательно-производственного кластера в сфере сельского хозяйства на базе СХТ и коллег. И отдельно, это мы в прошлом году уже реализовали. И в этом году мы создаем горнодобывающий кластер, который объединит и Хандыгу, и Алдан, и Ленск, и там Кысылсыр вокруг Южно-Якутского технологического колледжа в Нерюнгри. Это важный этап. Нам не хватает сейчас общежитий. Нам не хватает действительно мастеров производственного обучения. Нам не хватает сейчас в колледжах и техникумах тех людей, которые поработали на современном оборудовании, на современном производстве и готовы прийти и передавать эти знания в колледжах и техникумах. То есть тех самых наставников. Тех самых наставников. Согласен, потому что абсолютно, вот если практика сейчас работы в школе, ну, на мой взгляд, дополнительно к этому хорошо бы еще в школах усилить то, что связано с производственным трудом. Ну вот как раньше было, да? Да, потому что это... Школу заканчиваешь, получаешь... Да, это вот абсолютно надо прививать буквально с малых лет, чтобы это было хорошо финансово поддержано. Чтобы были действительно там станки там настоящие, там у девочек, чтобы было все там. Ну, то есть, в принципе, как в какой-то степени, может, то, что говорил президент о том, чтобы немножко вспомнить советские времена. А вот то, что действительно среди девятиклассников и отчасти даже выпускников 11 классов иногда бывают такие очень темы. Потому что такое профессионально-техническое образование? Это конкретная профессия в руках. То есть уже начинает ощущать, нужна конкретная профессия. Ну, как раньше, вот будет корочка и пойдет как. А вот давай будет конкретная профессия, а оттуда уже легче и в высшую школу. Что я бы предлагаю вообще вот пересмотреть отношения в школе к тактильности. У нас там тактильность исчезла. Ребята перестали работать руками. Я вот узнаю, там лабораторных по химии не делают, по физике, потому что это опасно, потому что мы их оберегаем. Они в результате ничего не умеют делать руками. Вот это вот проблема большая. Вплоть до того, что не убирают классы. Ну, вот, я не думаю, что это... Да, Там уборщица я должна. не думаю, что так унизительно убрать класс за собой, хотя это наоборот. Вот надо возвращать тактильность. Это долгий, конечно, будет переход, потому что здесь родители будет труднее всего Есть говорить. студенты, которые долго не умеют писать. Почему? Потому что урока труда нет. Да и, как говорится, название предмета какое-то вот неверное. Да, вот Технологии вообще. Это Да, просто- надо вернуть, скажем так, созвучно нам привычный урок труда. Невразумительное совершенно. Да, вот. Ну, в этом году мы запустили совместно с Международной оптической школой и Якутским технологическим техникумом сервиса проект, ну, назвали мы его «Технология 2.0». И вот сейчас школьники 7-8 классов, 71 школьник, они ездят каждую субботу по своему расписанию, ездят на занятия по урокам технологий в реальных мастерских. И эти реальные мастерские, где созданы реальные рабочие места, и где они овладевают компетенциями по поварскому делу, по ресторанному сервису и по кулинарному делу. И буквально на днях, на прошлой неделе у нас было короткое, рабочее совещание промежуточное между участниками данного проекта. Мы провели социологический опрос среди родителей этих школьников и среди самих школьников. В общем, все очень высоко оценили, и дети прямо как отчитались вот по журналу посещения ни одного пропуска занятий. То есть очень То есть детям большое желание, интересно. вот вопросы о тактильности, и они там реально учат, их мастера производственного обучения, наставники, повара учатся в группе, то есть командная работа поваров, да,
Кулинары индивидуально делают свои блюда кондитерские. И, соответственно, ресторанный сервис тоже осуществляется работа в команде. И вот реально и родители тоже в вопросе признаются о том, что они вот сами не знали, что есть такие технологичные, хорошие мастерские, и признаются, что мы сами этого не умеем и не можем научить своего ребенка вот тому или иному конкретно. Мы просто забыли, что вообще первый вид человека назывался Homo habilis, человек умелый все-таки, да, а потом он стал sapiens, там, ergaster, sapiens, да, так что надо, наверное, тоже здесь немножко. Престиж, да, рост престижа среднепрофессиональных образований бросается в глаза даже во время проведения профориентационных занятий. Да, вот. Одна часть, половина класса поступает в СПО, но, как правило, если это сельская школа, СХТ, ЕФЭК там, да, и так далее. И на вопрос отвечают достаточно просто: легче будет поступать в вузы, легче будет найти работу там, да, и так далее. Вот. Я помню, отчетливо помню, в 2008 году читал в российской газете в статье интервью одного директора, по-моему, ГПТУ города Белгорода. Там, да. И он прямо говорит: вот в советское время среднее профессиональное образование решало сугубо социальную задачу. Там, да, кого-то устроить, кого-то пристроить, да, кому-то помочь и так далее. И говорю, вот сейчас я в глубине души уже на пенсии, во время нахождения на пенсии, надеюсь, что скоро за выпускниками СПО будет реальный сектор экономики и так далее. Как говорится, он не прогадал. Он не прогадал. Ну, здесь я коллег тоже поддержу. Действительно, уже не первый год у нас отдельные группы формируются в колледжах и техникумах, где средний балл аттестата, а напомню, в колледже и техникумы поступают по среднему баллу аттестата, составляет 5,0. То есть поступают все медалисты, все отличники из разных школ республики, они для себя выбирают свое профессиональное будущее. И вот правильно было сейчас сказано по поводу профориентации. Все-таки хотелось бы сейчас поставить себя на место школы, учителей, руководства школы. Приходят представители вузов, многих вузов, приходят представители колледжей. Каждый ведет свою профориентационную работу. На нее откликается. И здесь я бы хотел все-таки, наверное, обратиться к системе общего образования, чтобы она стала в данном случае более гибкой, тоже сделала шаг навстречу действительно профессиональному будущему наших детей. И вот мы недавно, используя ту возможность, что Арсений Сергеевич Николаев, Илдархан, он как раз по поручению президента Российской Федерации является руководителем рабочей группы по развитию среднего профессионального образования, комиссии по образованию Госсовета страны, мы внесли предложение, ну, это пока обсуждается, но нам оно нравится, по крайней мере, о том, чтобы для девятиклассников, десятиклассников и одиннадцатиклассников в 9 классе выдавался образовательный сертификат по принципу пушкинской карты, который мы назвали «Моя первая профессия». И чтобы молодой человек получал гарантии не только, что он получит аттестат по итогам 9 лет и 11 лет, а он еще имеет возможность трехлетний такой период, теоретически, практически, сдав, значит, итоговые какие-то экзамены, получить еще и первую рабочую профессию. Ну что ж, мы сегодня говорили о том, что государство сегодня заинтересовано в новых квалифицированных кадрах, которые во многом, от которых будет зависеть экономика, жизнь в нашей стране. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.